Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Совет Федерации одобрил закон, по которому продавцы гаджетов с 1 июля 2020 года будут должны предустанавливать на них российское программное обеспечение. Позднее правительство определит все-таки перечень электроники, на которую нужно будет устанавливать российский софт. Против принятия законопроекта выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Раттек». Там предупредили, что закон выдавит с рынка добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически. К примеру, на операционную систему Apple iOS нельзя переустанавливать ничего стороннего. В компании Apple заявляли вообще, что они готовы уйти с российского рынка. Эксперты полагают, что после вступления закона в силу страну наводнят нелегально ввезенные смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. Строительство моста в Якутии через реку Лену может начаться уже в первом квартале 2020 года. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрихов в Совете Федерации. По его словам, Федеральное дорожное агентство поддержало проект моста. Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов – железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения – это Вилюй, Лена и Колыма. Банкам и микрофинансовым организациям могут запретить предлагать клиентам кредитные договоры, которые по умолчанию предусматривают согласие клиента на страховку или другие дополнительные услуги. Такие поправки в закон о потребительском кредите депутаты внесли в Госдуму. Авторы инициативы предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без нее, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них. Кроме того, кредиторам запретят получать согласие от заемщика на дополнительные услуги в заранее напечатанной шаблонной форме. Тем временем Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств провела исследование и выяснила, что должники стали чаще сталкиваться с коллекторами уже после полугода неуплаты взносов по кредитам. В первые 9 месяцев этого года кредитные организации передали профессиональным взыскателям кредиты с просрочкой от полугода до 3 лет, так называемые молодые долги, в 2 раза чаще, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом крупные банки из топ-30 стараются самостоятельно разобраться с проблемными кредитами, не привлекая третьих лиц. В Росбанке, например, отметили, что в 98% случаев это удается. А производитель люксовых товаров Louis Vuitton договорился, наконец, о покупке американской ювелирной компании Tiffany & Company за 16 миллиардов 200 миллионов долларов. По информации источников, переговоры шли около месяца. За это время Louis Vuitton увеличила предложение почти на 13%. Подробности расскажет Анастасия Дмитриева. Компания Louis Vuitton Moet Hennessy купит Tiffany. Сумма сделки – 14 миллиардов 700 миллионов евро или 16 миллиардов 200 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте LVMH. Таким образом, французский холдинг заплатит за каждую акцию американского производителя ювелирных украшений $135, примерно на 13% выше первоначального предложения, которое, как сообщали источники Рейтер, поступило в конце октября. Покупку одобрили советы директоров обеих компаний. Ожидается, что сделка завершится к середине 2020 года. Слияние укрепит позиции французской компании на ювелирном рынке и усилит присутствие ее брендов в Соединенных Штатах, отмечается в сообщении. Холдинг со штаб-квартирой в Париже производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moet Chandon, Hennessy и другие. В 2011 году LVMH купила производителя украшений Bulgari за 5 миллиардов 200 миллионов долларов. При этом ювелирное направление компании все равно показывает довольно медленный рост в сравнении с другими подразделениями. Tiffany, базирующаяся в Нью-Йорке и известная своими обручальными кольцами, управляет более чем 300 розничными магазинами по всему миру. Компания основана в 1837 году. В 1961 еще большую славу марки принес фильм «Завтрак у Тиффани» с Одри Хёбберн в главной роли. Но сегодня бизнесу мешает падение интереса к продукции, укрепившийся доллар и торговая война с Китаем, который летом повысил ввозные пошлины на американские товары. На фоне сообщения о сделке утром в понедельник акции LVMH выросли на 1,8%.
А в рамках борьбы с зарплатным рабством Банк России предлагает ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но уже открытый в другом банке. Помимо предоставления работнику права на бесплатный вывод денег с зарплатной карты, Центробанк хочет дать возможность получать зарплату через систему быстрых платежей по номеру телефона. Указывается, что благодаря этой технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка. Еще один предложенный регулятором способ борьбы с зарплатным рабством заключается в инициативе вводить несколько зарплатных банков на выбор в госорганах и в госкомпаниях. По сути, закон об отмене зарплатного рабства был принят еще в 2014 году. Тогда президент Владимир Путин подписал документ, который позволил сотрудникам самим выбирать, в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель. Тем не менее, фактически принятый закон так и не решил эту проблему. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.